Хроника тюркско-татарских государств. Рассвет, упадок, возрождение. Выпуск 44. Большая Орда. 1433-1502 годы. После получения самостоятельности Казанским, Крымским, Сибирским ханствами Ногайской Ордой появляется также Большая Орда. В то время осколки Золотой Орды еще признавали номинальную власть великого хана, но уже вели независимую политику. Территория Большой Орды включала земли между Доном и Волгой, Нижнее Поволжье и степи Северного Кавказа. Столицей был город Сарайберке. В середине XV века Большая Орда играла важную роль в политической жизни Восточной Европы, однако ее раздирали внутренние противоречия и конфликты с соседями. В 1455-56 годах Большая Орда потерпела поражение от крымского хана Хаджи I Гирея. В 1459 году от Большой Орды отпала Астрахань, где хан Махмуд, бежавший от восставшего против него брата, основал независимое Астраханское ханство. В последующие годы Большая Орда несколько усилилась. Был заключен союз с Польшей и Литвой 1472 год и установлены дружественные отношения с Османской империей 1476 год. Были предприняты военные походы на Крымское ханство 1474-78 годы и Московское княжество 1472 год. После неудачного похода на Москву, стояния на Угре в 1480 году, хан был убит в своей ставке отрядом во главе с сибирским ханом и нагайцами. В 1486 году Большая Орда была разгромлена крымским ханом Менгли I Гиреем, и она стала вассалом Крыма. В 1502 году Крымское ханство окончательно разрушило Большую Орду и захватило Нижнее Поволжье. Крымские ханы стали считать себя золотоордынскими наследниками. Заволжские земли вошли в состав Ногайской Орды, а земли между Доном и Волгой формально отошли к Крыму. Позже, в 1556 году, они были присоединены к Московскому государству. Конец выпуска. Продолжение следует. Давам бар.